В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске «Человек-символ, человек-эпоха». Абхазия простилась с Константином Озган. Посчитали доходы, учли расходы. Кабинет министров утвердил отчет по бюджету за прошлый год. Нет состава преступления. Закрыто уголовное дело по сносу памятника архитектуры в Гудауте. Сегодня Абхазия простилась с достойным сыном своего народа Константином Озган. Сотни людей со всей республики пришли проводить видного государственного и общественного деятеля в последний путь. Церемония прощания прошла в Гудауте в районном доме культуры. Константин Озган активно отстаивал интересы своего народа на протяжении всей своей сознательной жизни. И поэтому его смерть отозвалась большой болью в сердце каждого жителя Абхазии. В траурной церемонии приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Бганба, премьер-министр Артур Миквабия, посол России в Абхазии Семен Григорьев, депутаты парламента, представители общественности, делегации из районов республики. Открывая траурный митинг, руководитель Государственной комиссии по организации похорон, премьер-министр Артур Миквабия, отметил, что смерть Константина Озган является большой утратой для всего народа Абхазии. Уход из жизни видного государственного и общественного деятеля Абхазии – большая утрата для всего нашего народа. Он прошел достойный путь на поприще отечественного служения своему отечеству. Его отличали такие высокие качества, как умение налаживать прямой контакт с простыми людьми, общаться с народом на доступном языке, принимать решения, способствующие оздоровлению ситуации. Значительный его вклад в борьбу за сохранение национальных интересов нашего государства, исторических завоеваний нашего народа. Это проявилось и в период трагических событий 1989 года, и во время Отечественной войны народа Абхазии. Наш народ знает об этом, всегда будет об этом помнить и никогда не забудет. Вместе с нами сегодня скорбят сотни и тысячи россиян, которые знали, дружили, работали вместе с Константином Константиновичем. Он был не только великий патриот Абхазии, он был великий патриот России. Он всегда очень болел за то, что происходит в России, и понимал, что только сильная и процветающая Россия может быть гарантом независимости и суверенитета Республики Абхазия. Говорят, незаменимых людей нет, но я думаю, что место Константина Константиновича в наших сердцах заменить не сможет никто. Вечная память. Одним из ярких лидеров нашего народа был Константин Озган. Нашему поколению пришлось жить в эпоху глобальных, сложных геополитических потрясений. И нам повезло, что в это время оказались такие сыновья у абхазского народа, которые сумели адекватно противостоять этим угрозам. Среди них был наш старший товарищ Константин Озган. Непосредственное участие принимал в деятельности Народного форума Айдлера. Вместе с нами ездил на Северный Кавказ, в юг России, участвовал в работе Конфедерации горских народов, занимал там ответственную должность, сам взял на себя инициативу привлечь и объединить вместе народа Северного Кавказа и юга России. За мужество и самоотверженность, проявленные при защите интересов народа Абхазии, Константин Озган награжден орденом Леона посмертно. Указ об этом подписал президент страны Рауль Хаджимба. На заседании Кабинета министров Абхазии утвержден отчет об исполнении государственного бюджета за 2015 год. Также члены правительства рассмотрели исполнение бюджетов 6 государственных фондов. Тему продолжит Илана Ласурия.
Перед началом работы министры почтили минутой молчания память видного общественного и политического деятеля Константина Озган. Затем члены правительства рассмотрели отчет об исполнении бюджета за 2015 год. Его на утверждение представила заместитель министра финансов Ирма Амичба. Исполнение составило 6 миллиардов 343 миллиона 86 тысяч 600 рублей. Это при плановых показателях 6 миллиардов 875 миллионов 348 тысяч 200 рублей. Финансовая помощь, она планировала в целях социоэкономического 2 миллиарда 919 миллионов, поступило 2 миллиарда 218. То есть выпадение 700 миллионов рублей, которые мы недополучили в 2015 году. По словам Ирмы Амичба, выполнение собственных доходов по всей республике превышает предусмотренные плановые показатели более чем на 168 миллионов 570 тысяч рублей. Исполнение составило около 3,5 миллиардов рублей. Ирма Амичба сравнила фактические показатели последних 2 лет и озвучила бюджеты районов. Бюджет Гагарского района был направлен на 56 миллионов 265 тысяч рублей. Бюджет Гудаутского района было направлено 110 миллионов 984 тысячи 400 рублей. Бюджет Сухумского района 25 миллионов 367 тысяч рублей. Бюджет Гудрипского района 63 миллиона 587 тысяч рублей. Бюджет Очинчирского района получил 115 миллионов 478 тысяч рублей. Несмотря на рост вместо бюджета. Совершенно верно. За исключением Сухумского района, там Сухумский район выполнение составило за 2015 год порядка 97%. Ну, чуть-чуть они не дотянули. В 2015 году в полном объеме исполнены текущие обязательства по выплате основной суммы долга и процентов по внешним и внутренним долгам. Под внешним долгом имеется в виду железнодорожный кредит. Говоря о внутреннем долге, Ирма Амичба подчеркнула, что кредит перед Национальным банком в сумме 145 миллионов рублей полностью погашен. По внешнему долгу экспортный кредит на погашение основной суммы направлено 26 миллионов 724 тысячи 100 рублей. На погашение процентов по его обслуживанию 50 миллионов 693 тысячи рублей. Это по железнодорожному кредиту. По внешнему долгу погашение основной суммы составило 26 миллионов 724 тысячи. Это сумма основного долга. И проценты по его обслуживанию 50 миллионов. Чтобы выполнить все планы 2014 года, достроить все, что надо было, Россия помогла и дала. На завершение этих работ, которые были не выполнены, объекты там были начаты, 1 700 000 000. И тем не менее у нас еще долги остались. Или плохо посчитали, или неправильно оплатили. Но не могу сейчас брать на себя ответственность. Но тогда я был депутатом, я помню, как вы это хорошо проголосовали. Сказали, в 2014 году все долги закрываем. Не закрыли. Сейчас поступают иски. Вот у нас какая картина. Сейчас приходят, и на самом деле, часть из них выполнила добросовестно эти работы, но они нигде не отражаются. Ни в бюджете не было, ни в плане. А даже если они в бюджете есть или есть в комплексном плане, то Россия нам уже не дает на эти, мы уже сказали, вам дали эти деньги, рассчитывайте сами. То есть это мы с вами будем платить, как я вам сказал, за стадион. Помните, я вам рассказывал? Вот мы сейчас стадион с вами ремонтируем и будем платить за счет нынешних налогоплательщиков. При том, что были выпадения из доходной части бюджета, 2015 год прошел успешно и для налоговиков. Об этом заявил министр по налогам и сборам Рауф Цимцба. По его словам, план выполнили практически все районы, за исключением Ткварчалского. Перевыполнение в целом составило 450 миллионов. Мы перекрыли даже вот это, что были выпадения из бюджета, тем не менее, и это выполнили. Сверхплана дали 450 миллионов. Далее заседание проходило под председательством первого вице-премьера Шамиля Адзинба. Представляя отчет об исполнении Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны Абхазии за 2015 год, председатель Бадри Агарба отметил, что лечение инвалидов в специализированных медицинских учреждениях, протезирование, мероприятия, связанные с реабилитацией и приобретением медикаментов, еще не весь перечень пунктов, указанных в статье расходов. Также министры рассмотрели и после долгого обсуждения приняли отчет исполнения бюджетов Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда репатриации, Дорожного фонда, Фонда социального страхования и охраны труда, а также отчет об использовании резервного фонда Кабинета министров республики. Элана Ласури, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Министр обороны Мераб Кишмария подписал приказ о призыве в апреле-июне на военную службу граждан республики от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом о воинской обязанности и военной службе. Также командирам воинских частей и подразделений предписано уволить в запас военнослужащих, срок службы которых истек. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии обратились к депутатам парламента с требованием о внесении поправок в законы о выборах депутатов всех уровней и в закон о выборах президента Республики Абхазия. По мнению ветеранов, поправки должны отразить запрет на разрешение баллотироваться на все выборные должности лицам, проигнорировавшим публичное объявление всеобщей мобилизации, сделанное Владиславом Ардзинба 14 августа 1992 года и не выполнившим приказ главнокомандующего. Убеждены, что люди, чей возраст и состояние здоровья обязывали их встать на защиту Родины, но не выполнившие свой священный долг, не должны иметь права занимать высокие руководящие посты в нашей стране, подчеркивается в обращении. Обращение подписали руководители общественной организации АРУА, общественного движения АБАШ, Союза ветеранов батальона «Горец», Союза сестер Милосердия, Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий. В нашу редакцию продолжают поступать обращения, связанные с прямым эфиром абхазского телевидения. На площадке передачи «Актыха» 23 марта представители депутатского корпуса и политической партии Амцахара обсуждали внутриполитическую ситуацию в республике и инициативу оппозиции по проведению референдума. Вслед за Генеральной прокуратурой республики в нашу редакцию обратился бывший начальник РОВД по Ткварчалскому району, полковник милиции Даур Цулуки. Причина обращения – передача «Актыха», где один из представителей оппозиции выразил сожаление в связи с тем, что по непонятным мотивам был уволен прокурор Ткварчалского района и начальник милиции. Имя, как и в случае с прокурором, названо не было. Однако Даур Цулуки решил озвучить свое мнение по нашумевшей информации. Прерыв в работе связан с тем, что с моей болезнью мне надо было подлечиться, я занимался этим все это время. И чтобы люди, телезрители, которые слышали выступление по поводу меня, я хочу, чтобы все знали, что ни по каким мотивам, никаких преследований, по моей личной просьбе все это происходило. И никаких сомнений ни у кого не должно быть по работе, по переводу. Во-первых, мне изначально я и говорил, и сегодня тоже, мне было тяжело каждый день по 200 километров туда и обратно. Мою просьбу министр внутренних дел удовлетворил. И в ближайшее время я буду на другой должности. Даур Цулуки не работает на прежнем месте по состоянию здоровья. Сейчас он находится в распоряжении кадров МВД. Он не уволен. По поводу слухов, которые будоражит общество, о том, что я был уволен, не является несоответствует действительности, потому что по моей личной просьбе я был переведен на другую работу. Хочу, чтобы все знали, ни с чем не связано. Это обычный перевод, обычное перемещение. Мы солдаты, куда скажут, туда и должны. Все эти разговоры, еще раз говорю, не имеют никаких оснований. Нисфа Аршпа, абхазское телевидение. В службе госбезопасности республики продолжают работу по осуществлению профилактических мероприятий относительно деятельности свидетелей Иеговы, которая в нашей республике является незаконной. Запрет на их деятельность был наложен после окончания Отечественной войны народа Абхазии указом Владислава Ардзинба.
Деятельность свидетелей Иеговы в Абхазии началась примерно в 1970-х годах. Запрет, наложенный на их деятельность указом президента Владислава Ардзинба, имел множество веских причин. Ведь свидетели Иеговы, согласно принципам их религии, отказываются от несения военной службы. Они не держат оружие в руках, не признают государственности и государственные символы. Это социально отрешенные люди, не участвующие в выборах и иных процессах гражданского общества. Так, человек, поклоняющийся Иегове, практически полностью оторван от всех общественных процессов. Вот враг на нас напал. Что будем делать? Ну что будешь делать? Я имею право защищаться. Защищаться будешь, оружие возьмешь. Мою семью, членов моей семьи. Отвержение от большей части христианских конфессий последователи учения Иеговы получили еще в IV веке. Также деятельность этого религиозного течения запрещена и преследуется законом в большинстве стран мира. Свидетели Иеговы навязчиво втягивают в свои круги новых людей, среди которых немало молодежи. При этом противоречивые принципы следователей Иеговы зачастую становятся причиной семейных размолвок, а в конечном итоге разводов. Вечери — воспоминания смерти Иисуса Христа. Для них единственный праздник. В этом году он прошел 23 марта. Сотрудники службы государственной безопасности провели профилактические мероприятия. Выявились факты того, что последователи Иеговы отрицают незаконность своей деятельности. Ваша организация является незаконной. Как вы это прокомментируете? Ну, если власти нам разрешают, до этого разрешали. Так же поступаем. То есть вы хотите сказать, что вам власти разрешают собираться, проводить такие собрания, и что вообще как таковая ваша религия, ваша организация является законной, и власть это допускает и разрешает? До сегодняшнего дня не было. Провели и профилактические беседы, касающиеся незаконных сборов. Известно, что большинство последователей вовлекаются в религиозную организацию с уверенностью в том, что их социальные и финансовые проблемы разрешатся. Основная масса финансов поступает с Запада. Закон о свободе совести и религиозных объединений был принят парламентом в 2012 году. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, несоблюдение этого закона предусматривает штраф до 5 минимальных размеров оплаты труда и является единственной мерой наказания. За последний год в результате комплекса профилактических мер СГБ республики количество свидетелей Иеговы сократилось. Асида Мали, Саид Агухава, Абхазское телевидение. Уголовное дело по факту разрушенного историко-архитектурного здания в городе Гудаута прекращено. Об этом журналистам заявил на брифинге заместитель министра культуры и охраны историко-культурно-архитектурного наследия Батал Кобахи. По его словам, министерство не намерено оставлять этот факт без внимания и уже подали иск в Сухумский городской суд. На брифинге побывала Сария Смар. Разрушенное 2 месяца назад двухэтажное здание в городе Гудаута еще в советские годы внесли в список памятников архитектурного наследия. Объект располагался в весьма привлекательном месте для любого инвестора в 100 метрах от моря на пересечении улицы Пушкина и проспекта Героев. Его собственником являлся Дауд Романович Лейба, который собирался отремонтировать дом с тем, чтобы жить в нем. Но вместо восстановительных работ 15 января дом был полностью разрушен. Еще тогда представители собственника утверждали, что не знали о том, что здание относится к списку памятников архитектуры. Этим фактом были крайне возмущены не только жители Гудауты, но и представители Министерства культуры. Ко всем объектам историко-культурного наследия, которые внесены в предварительный список, применяются все статьи данного закона. То есть любое повреждение, уничтожение, причинение невольного или умышленное разрушение собственник или не собственник может привлекаться к административной и уголовной ответственности. Уголовное дело по факту сноса архитектурного памятника было закрыто несколько дней назад. По словам представителей закона, основанием для его закрытия послужило отсутствие состава преступления. Однако с этим решением Министерство культуры соглашаться не намерено. И мы получили 18 марта этого года постановление Генеральной прокуратуры о прекращении уголовного дела. Они мотивировали это тем, что собственник не владел информацией о том, что данный объект является памятником историко-культурного наследия. Мы рассмотрели это постановление, и сегодня Сухумский городской суд подали жалобу. Сухумский городской суд в течение 5 дней должен оповестить их о дате проведения судебного заседания. По словам Батала Кубахи, они надеются на то, что суд примет во внимание факты, предоставленные правовым отделом Министерства культуры.
Царес, Мурильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В конце марта весь мир отмечает День борьбы с туберкулезом. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 4 секунды на Земле один человек заражается туберкулезом. Ежегодно эта цифра достигает 9 миллионов. Среди инфекционных заболеваний туберкулез – убийца номер 1. От него ежегодно умирает 3 миллиона человек, а это в 3 раза больше, чем от СПИДа. Многие и не подозревают, что заражены этим страшным недугом. В Абхазии картина не так страшна. Число заболевших туберкулезом за последние 5 лет на одном уровне. Скачков не зафиксировано. И все же победить полностью этот недуг нам пока не удается. Нисфа Аршба продолжит тему. Туберкулез – тяжелая, но излечимая болезнь. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Оно очень заразное и требует длительного лечения. 2-3 месяца в больнице, а затем несколько месяцев приема различных лекарственных препаратов под непосредственным наблюдением врача. Но в нашей стране все еще есть люди, которые скрывают свой недуг, считая постыдным такое заболевание. В этом случае, как говорят врачи, люди занимаются самолечением, что приводит к еще худшим последствиям. Что касается обеспечения протуберкулезным препаратом, мы сейчас получаем через Россию, то есть препараты, которые мы получаем, они все гарантированного качества, признаны международным организациям, ВОЗом. Что касается результативности работы на фоне этих препаратов, покажет время. Потому что по каким-то исходам заболеваний, по каким-то исходам течения по туберкулезу нужно определенное время, года нужно, чтобы мы получили какие-то результаты. В туберкулезном диспансере проводится интенсивная фаза лечения больных туберкулезом. Пациенты с обычным и лекарственно-устойчивым туберкулезом проходят стационарный курс лечения в тот период, когда они находятся на стадии заражения и представляют опасность для окружающих. Когда они перестают быть носителями инфекции, их выписывают, но они продолжают принимать препараты. Есть у нас данные статистических показателей. По этим цифрам заболеваемость туберкулеза, она стоит на одном уровне. С 2011 года до 2015 года включительно. То есть все случаи, новых случаев туберкулеза, если в 2011 году было 136 человек, в 2012 году 134, дальше 116, 140, на сегодняшний день также 136. То есть заболеваемость по данным этих цифр, по показателям этих цифр не растет. Что касается растет туберкулез среди женщин или среди мужчин, по всему миру наблюдается, что женский туберкулез – это гендерный туберкулез, то есть оно стало намного больше. В числе заболевших есть дети. Хотя врачи говорят о том, что их число незначительное, в прошлом году было зарегистрировано 4 ребенка с этим тяжелым диагнозом. Всего несколько лет назад бороться с этим недугом абхазским врачам помогала Международная организация «Врачи без границ». После их ухода из нашей страны все бремя по осуществлению противотуберкулезной программы легло на плечи Министерства здравоохранения Абхазии. Одновременно с этим начался ремонт противотуберкулезного диспансера, завершение которого ждут и пациенты, и врачи. Нисфа Аршба, Роберт Ломя, Абхазское телевидение. В столице открылся конкурс «Пленэр» в рамках 6-го всероссийского конкурса традиции. В нем принимают участие абхазские и российские художники, которые представят свои работы по живописи и натурному рисованию. В рамках конкурса художники будут выполнять творческие задания в Сухуми и Новом Афоне, а также поедут на озеро Рица. Возрастная категория участников от 9 до 21 года. Итоги конкурса будут подведены 30 апреля. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается неустойчивая погода. В субботу облачно, временами дождь. В воскресенье во второй половине дня погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 11, днем плюс 17 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.